Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. В Кабинете министров презентовали программу по автоматизации бюджетного учета Абхазии, который планируется внедрить в 2023 году. Трагические последствия распада СССР. В АГУ прошла презентация книги профессора кафедры политологии и социологии Константина Дума. Национальная картинная галерея Абхазии пополнилась еще одним шедевром Александра Шервашидзе-Чачпа. Это стало возможным благодаря мобильной компании «Аквафон». Социальные пособия, выплачиваемые из бюджета Сухума, будут увеличены в 2023 году. 21 декабря Евросоюз официально публиковал решение законодательно закрепить принцип непринятия заграничных паспортов россиян, проживающих в новых субъектах Российской Федерации, а также в Абхазии и Южной Осетии. В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала заявление, где подчеркнула, что такая дискриминационная практика, нарушающая международное право, стала частью законодательства Евросоюза и ассоциированных государств Шенгенской зоны. Захарова пояснила, что бесчеловечность этих визовых санкций в том, что они направлены на создание заведомо предвзятых условий рассмотрения визовых досье граждан Российской Федерации. Таким образом, ЕС в одностороннем порядке ограничивает свободу передвижения миллионов людей. Захарова заявила, что Россия со своей стороны продолжит использовать все имеющиеся возможности для защиты интересов своих граждан и обеспечения их законных прав. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл направила письма председателю Европейского парламента, президенту и членам Европейского совета, президенту Европейской комиссии в связи с тем, что Совет Европы принял окончательное решение о непризнании российских проездных документов, выданных посольством России на территории Абхазии. В обращении говорится о том, что абхазскую точку зрения в течение долгих 30 лет равнодушно не принимали в расчет, что приводило к одностороннему взгляду на конфликт, к несбалансированному отношению и к блокированию поиска его конструктивного и справедливого решения. Асида Шакрыл выразила надежду на то, что Совет Европы сможет выйти из порочного круга дезинформации относительно природы и истории грузино-абхазского конфликта, который привел к несправедливому бессрочному наказанию народа Абхазии. Иначе, говорится в письме, несправедливость будет постоянно воспроизводиться в виде решений, подобных принятому 8 декабря 2022 года. И это будет неизбежно отражаться на ситуации с правами человека. Для укрепления финансовой дисциплины и исключения ошибок в расчетах с нового года планируется ввести программу по автоматизации бюджетного учета Абхазии «Смета Смарт». Централизованная система, которая обеспечит удаленное ведение бухгалтерского, кадрового учета, расчета заработной платы. Презентация программы прошла в Кабинете министров республики. Репортаж Елены Лолуа. Министр финансов Владимир Делба напомнил о позитивном опыте перехода республики на казначейскую систему исполнения госбюджета, а также динамичном внедрении электронно-цифровой подписи. Автоматизация бюджетного учета – это следующий этап реформ по повышению финансовой дисциплины в бюджетных учреждениях. Бюджетные процессы станут намного прозрачнее, намного оперативнее будет получать информацию руководство страны о деятельности государственных учреждений при использовании государственных средств, имущества, обращения с этим имуществом. И в этой связи Министерство финансов предложила государственную целевую программу «Модернизация или автоматизация бюджетного учета» 2022-2024. Автоматизированная система учета сводит к минимуму рутинные и трудоемкие процессы сбора, обработки и анализа финансовых данных, повышает качество управленческих решений, прозрачность бюджетных операций и оперативность. Это важно и при реализации масштабных инвестиционных проектов. Эта программа рассчитана на всех распорядителей, всех администраторов, в том числе распорядителей, получателей, администраторов доходов нашего государственного бюджета, консолидированно. Полагаем, что реализация этого проекта приведет к значительному изменению в системе бюджетного учета.
Это очень важно. Это очень важно в том числе и для укрепления финансовой дисциплины, для отслеживания ее, для принятия управленческих решений, чтобы не было у нас потрясений о том, имеем ли мы достоверную оценку имущества, приобретенного за счет государственных средств, или обязательств, которые необходимо выплачивать за счет тех же бюджетных средств. Государственная комиссия провела конкурс и выбрала российскую компанию «Финком» с хорошей репутацией и солидным опытом работы в области разработок финансово-казначейских систем. С 2016 года ее сотрудники занимались внедрением казначейской системы в Абхазии. Ну а сейчас ей доверили реализовать новый проект. Сначала это был казначейский блок, это был 2016 год, это было около 10 комплексных задач, которыми вы работаете. Прежде всего это ведение кассовых счетов, ведение бюджетных ассигнований, лимитов. Все эти задачи вы пользуетесь. Потом появились 3 новых комплекса. Это у нас денежные обязательства, кассовое планирование и, надеюсь, что это будет развиваться, казначейское сопровождение. Следующим этапом сейчас логичным развития электронных государственных финансов будет развитие бюджетного учета, и где мы поделили развитие на 4 подэтапа. Централизованная информационная система обеспечит удаленное введение бухгалтерского, кадрового учета и расчета заработной платы. Как она работает и какие преимущества программы, подробно рассказал руководитель проекта Дмитрий Галкин. Во-первых, это интеграция системы учета со системой сбора консолидированной отчетности со сводом SMART. Отчеты в системе по сбору отчетности, например, баланс, будут сформированы по уже существующим данным в системе бухучета. Вам не надо будет высчитывать и заполнять экселевскую форму. Второе преимущество – это единая методология учетной политики, нормативно-справочная информация, единые бизнес-процессы. Наличие единой базы данных позволит организовать работу всех учреждений по общим правилам с использованием единых бизнес-процессов обработки документов, включающих полный цикл, начиная с регистрации ввода документа в блоке казначейского исполнения и заканчивая отражением этого документа в системе бухгалтерского учета. Программа автоматизированного бюджетного учета будет работать по нормативно-правовым актам Абхазии. Елена Лолуа, Давид Авицпа, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал результат ремонтных работ в республиканской больнице. На днях там завершили косметическую отделку в кабинетах. Подробнее в репортаже пресс-службы ведомства. Министр здравоохранения Эдуард Будба проинспектировал ремонтные работы в республиканской больнице. На днях там завершили косметическую отделку в кабинетах, количество которых заметно увеличилось. Это сделано с целью более качественного диагностирования и амбулаторного лечения пациентов. Кроме того, полноценно функционирующая поликлиника позволит разгрузить врачей больницы и минимизировать посещение зоны стационарного лечения. Только недавно закончился ремонт в консультативной поликлинике. Были отремонтированы все кабинеты, которые нуждались в ремонте. Также проведены ремонтные работы в коридорах. У нас на сегодняшний день достаточно кабинетов для того, чтобы консультативная поликлиника вела полноценный, адекватный прием пациентов. У нас за день в поликлинику обращаются уже около 150 амбулаторных пациентов. Мы хотим перенести нагрузку со стационара в поликлиническое звено. Те пациенты, которые нуждаются в амбулаторном приеме, этот прием должен осуществляться в поликлинических условиях. Далее, если нужна госпитализация, врач определяет, будет госпитализация. Если человеку нужно лечиться амбулаторно, чтобы перераспределить грамотно потоки, вот Игорь Эдуардович говорил о том, что были отремонтированы помещения, и сегодня уже в спокойном режиме будет начинаться амбулаторный прием именно в профильных специалистов в поликлиническом отделении республиканской больницы. В пользовании главного медучреждения страны 2 автономных дизельных генератора, обеспечивающих корпуса электроэнергией в случае перебоев в сети. Однако в ведомстве решили перестраховаться и при помощи Минздрава установят 3-й дизель. Он, к слову, будет мобильным и в случае надобности может обеспечивать другие медучреждения республики. Это очень важное направление. Почему мы с Игорем Эдуардовичем в этом направлении очень активно работаем? Потому что дизель-генератор
На сегодняшний день мы его поставим на платформу, и он будет у нас мобильный дизель-генератор. Если в каком-то из наших лечебных учреждений или каких-то корпусов вследствие там перепада или нагрузки отключится электричество или будет какая-то там ситуация нестандартная, мы подкатим дизель-генератор, включим его, и у нас будет в круглосуточном режиме запасной дизель-генератор. Это очень важная такая составляющая и крайне необходимая на сегодняшний день. Поэтому были изысканы средства на ремонт вот этого дизеля. И насколько вот поговорили сейчас с мастером, дизель достаточно хорошего качества, фирмы Volvo двигатель, поэтому, я думаю, само себе говорит название фирмы. Все наши корпуса, которые будут необходимы в дополнительном питании, они будут обеспечены вот именно резервным дизель-генератором. У нас 2 дизель-генератора стоят, но это 3-й резервный, и не только для республиканской больницы, для наших лечебных учреждений по стране. Персонал больницы под руководством главврача активно приводит в порядок близлежащую территорию. Так, силами врачей разбили парк с деревьями, ведется посадка кустов с целью озеленения клумб. Кроме того, установлены фонари освещения территории в ночное время. Новогодний гуманитарный груз от жителей Абхазии доставлен в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Херсонскую и Запорожскую области. Более 100 тонн мандаринов в преддверии Нового года получили жители новых российских регионов. Гуманитарная колонна МЧС во главе с министром Львом Фициния отправилась из Абхазии 16 декабря. По всей территории Российской Федерации к акции подключаются волонтеры Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия». Волонтерские центры развернуты в Херсонской и Запорожской областях, а также в ЛНР и ДНР. Гуманитарный груз от народа Абхазии уже доставлен в Луганскую и Донецкую народные республики. В ближайшие дни он также прибудет в Запорожскую и Херсонскую области. Это 100 тонн мандаринов для жителей новых регионов России. Активисты «Молодой гвардии» и волонтерской роты уже приступили к разгрузке и сортировке цитрусовых. Все это незамедлительно будет роздано социальным учреждениям, больницам, школам и детским садам. Спасибо неравнодушным жителям Абхазии и ее президенту Аслану Бжани за поддержку жителей освобожденных территорий. Трагические последствия распада СССР. В АГУ прошла презентация книги профессора кафедры политологии и социологии Константина Дума. Мероприятие приурочено к столетию образования Советского Союза. Организатор – кафедра политологии и социологии АГУ. В рамках презентации студенты выступили с докладами. Репортаж Азины Ханагуа. Распад Советского Союза – бесспорно крупнейшее политическое событие прошлого столетия. В книге профессора кафедры политологии и социологии Абхазского государственного университета Константина Дума рассказано о цепочке событий, которые привели к одной из величайших геополитических трагедий XX века. Издание является продолжением работ автора, который на протяжении всего постсоветского периода занимается анализом причин распада СССР и его последствий. Книга также передана в дар президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Уже поступила и поступает эта книга на руки Путину Владимиру Владимировичу вместе с книгой «История Абхазии». Я это организовала на днях. Это для нас большая радость. В своей работе Константин Дума отмечает, что крушение Советского Союза явилось следствием грубых просчетов и ошибок тогдашнего политического руководства и действий разрушительных политических сил в национальных республиках. По мнению кандидата философских наук Далилы Пиля, работа Константина Дума имеет чрезвычайно важное значение. Очень приятное, очень нужное событие сегодня на кафедре политологии и социологии Абхазского государственного университета. Я бы хотела, Константин Несторович, вашу работу сравнить с работой. Был такой известный русский философ Ильин, который не принял большевизм в 1915 году, уехал на Запад. В 1949 году он написал не книгу, а большую работу «Чем грозит миру развал СССР». Книга отпечатана в типографии АГУ. Тираж 100 экземпляров. Обратите внимание, насколько своевременно, насколько актуальна вообще вот эта книга, которая в действительности отражает все те события, которые сегодня происходят в мире и вокруг нас, которые нас тревожат.
И все это результат вот этих процессов, которые описаны в книге. И я хочу, конечно, поблагодарить автора за его проницательность, и за его прогрессивность и современность. Спасибо вам большое, что вы вот так четко выбрали именно тот самый жизненный период нашей истории, когда вот эта книга приобретает новые краски и новую актуальность. В презентации издания участвовали студенты юридического факультета. Они на основе материала, представленного в книге, а также использовав другие источники, подготовили доклады. «Запад помог, чем мог». Так называется работа Дамия Кварацхелия. Благодаря Горбачеву, Ельцину и их приспешникам созданный в стране хаос был на руку противникам СССР. Руками этих персон и их подельников было совершено великое предательство в угоду проводимого Западом всем известного геополитического курса под названием «Холодная война». Западному сообществу было очень важно покончить с оппонентами, поскольку в глазах людей социализм выглядел очень привлекательно. Недооцененные. С такой темой выступила Хибла Пачуля. Она также на основе материала книги подготовила доклад на абхазском языке. Студенты отмечали, что работать с книгой Константина Дума было познавательно и интересно. Несмотря на полученные ранее знания, они смогли узнать много нового и важного. Конечно же, освещали эту тему в школе, но когда мне здесь предложили подготовить тему, я, конечно же, с особым энтузиазмом подошла. Касаемо моей темы, она называется «Русская катастрофа». В ней освещаются основные причины распада СССР, кто на это повлиял, можно же было ее избежать. С распада СССР прошло немало времени, но, однако, до сих пор продолжаются дискуссии о том, насколько это было правомерно и неизбежно. В завершении встречи Константин Дума поблагодарил организаторов мероприятия и тех, кто оказал поддержку в издании книги. Благодарность руководству университета Олегу Алексеевичу, который поддержал решительно. Что же касается книги, я не считаю, что какой-то шедевр я написал или какую-то Америку я открыл. Я просто подключился тот спор, та дискуссия, которая после развала СССР проходит. Материалы настоящего исследования могут быть использованы учеными, преподавателями, аспирантами, студентами высших учебных заведений для углубленного изучения этнополитических процессов на Кавказе, разработки концептуальных моделей и научно обоснованных программ в области управления этими процессами. Шазина Ханагу, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. Коллекция Национальной картинной галереи пополнилась работой первого профессионального абхазского художника Александра Шервашидзе Чачпа. Это стало возможным благодаря мобильной компании «Аквафон». Алика Трапш расскажет подробности. Картины первого абхазского художника Александра Шервашидзе Чачпа являются достоянием не только абхазского, но и мирового искусства. Работы художника хранятся в музеях России и частных коллекциях по всему миру. Государственная национальная картинная галерея Абхазии пополнилась еще одним шедевром Александра Шервашидзе Чачпа. Это стало возможным благодаря мобильной компании «Аквафон». Компания «Аквафон» выкупила из частной коллекции данную картину нашего выдающегося художника и с удовольствием передает в дар нашей картинной галерее. Подобные мероприятия, они способствуют обогащению нашего наследия. В Национальной картинной галерее хранятся две картины Александра Шервашидзе Чачпа «Акации» и «Шахерезада», которые были приобретены ранее у частного коллекционера и в антикварном магазине Санкт-Петербурга. Эксперт в изучении работ Шервашидзе Чачпа Вячеслав Чирикба считает, что подаренная Аквафоном картина «Обнаженная девушка» относится к ранним работам художника. Сделано в смешанной технике. Он же учился в Киеве, да? И вот работа, в принципе, происходит из Украины, с Киева. И поэтому я думаю, что это относится к раннему периоду его творчества, периода поисков, да, экспериментов. Он работал в разной технике и в разных жанрах, поэтому, в общем-то, видно, что здесь тоже есть такое экспериментальные какие-то вещи. И я думаю, что она обогатит наши знания. Эта картина о творчестве, многогранном творчестве Александра Чачпа Шервашидзе и пополнит эту замечательную коллекцию, которую мы имеем, которой мы гордимся и надеемся, что наконец-то наши власти создадут музей, будут способствовать созданию музея
Александра Шервашидзе, где будет храниться его личный архив, который находится здесь, в Абхазии, и его работа. Теперь коллекция Национальной картинной галереи Абхазии пополнилась еще одним шедевром мастера художественного искусства Александра Шервашидзе Чачба. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Банк Абхазии выпустил в обращение 7 памятных монет из недрагоценных металлов «Динозавры». Монеты номиналом в 3 апсара сделаны из нейзильбера и выпущены тиражом в 300 штук. Художник Батал Джапуа. Реализация памятных монет Банка Абхазии юридическим и физическим лицам осуществляется кредитными организациями Абхазии. В Сухумском городском собрании прошло завершающее в этом году заседание. В повестке дня 2 вопроса: увеличение социальных пособий и утверждение бюджета на 2023 год. На заседании присутствовал глава администрации Беслан Эшпа. Первым вопросом депутаты Сухумского городского собрания рассмотрели увеличение социальных пособий, выплачиваемых из местного бюджета. В 2023 году их планируют увеличить на 50%. Речь идет о пособиях матерям-одиночкам, по уходу за ребенком-инвалидом, круглым сиротам, многодетным семьям, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Просим вас рассмотреть этот вопрос. Смело можем спланировать такой показатель. Да, там, может быть, действительно суммы не такие внушительные на одно лицо, но когда это суммарно собирается от контингента, так называемого, да, так, когда, вот, и мы понимаем, что это попадает адресно, абсолютно верно, что это будет существенно для, значит, наших горожан, и тем более мы это делаем единственные в стране, как администрация, местный орган, да. Вот. Не потому, что кому-то в упрек, наоборот, предлагаем пример взять, да, когда есть возможность. Депутаты единогласно проголосовали за увеличение пособий. Следующим вопросом был рассмотрен проект бюджета столицы на 2023 год. Предлагается принять бюджет в размере более 1 миллиарда 420 миллионов рублей по доходам и более 1 миллиарда 530 миллионов в расходной части. Бюджет 2023 года сверстан из тех показателей прогнозных, которые были в 2022 году, с возможной тенденцией в 2023 году, тех показателей, которые нам дают службы, которые работают в городе, да, и тех поступлений, которые в этом году получил город. Да. Вы сами знаете прекрасно, мы несколько раз, ввиду того, что были увеличения, несколько раз приходили, мы вместе с вами принимали решение здесь как бы увеличения. С учетом этих и прогнозных, и так называемого индикативного плана. Из многих параметров все это складывается. Расходная часть выше, потому что есть межбюджетные трансферы, поддержка на заработные платы социального блока, как знаете, да. И также есть предусмотренные в случае необходимости, мы всегда так говорим, да, республиканские деньги, 13,5 миллионов рублей. Вот, и там уже по ходу будем смотреть. К концу года бюджет 2022 года почти дошел до 1,5 миллиарда, но начинали мы и принимали его в сумме 1 миллиард 260 миллионов. И фактическое увеличение до 1 миллиарда 534 миллионов – это достаточно большой прорыв, можно сказать, в этом направлении. Ну, предлагается увеличить образование на 67 миллионов, здравоохранение на 28 миллионов, культуру на 8,5 миллионов и спорт на 7 миллионов. Кроме того, в следующем году планируется направить средства на ремонт и восстановление многих городских объектов. Среди них Сухумская гора, парк имени Тараса Шамба, восстановление улицы 30 сентября. Депутаты единогласно утвердили бюджет столицы на 2023 год. Эсма Гуланзе, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Более 2,5 миллионов рублей выделено на единовременную помощь многодетным семьям и другим категориям получателей пособий в городе Сухум. Такое решение принято главой администрации Бесланом Эшпа. Помощь будет оказана многодетным семьям, имеющим 4 и более детей, получателям пособий по уходу за инвалидами детства до 16 лет, а также инвалидам-колясочникам. Выплаты произведут за счет средств резервного фонда администрации города Сухум на 2022 год. Многодетным семьям на каждого ребенка будет выплачено по 3000 рублей. Также 3000 рублей получат по уходу за инвалидами детства до 16 лет. По уходу за инвалидами-колясочниками выделено по 5000 рублей. Единовременную материальную помощь получат 746 получателей.
В администрации Сухума утвержден план проведения мероприятий, посвященных празднованию Нового года и Рождества. Торжественное открытие главной елки страны состоится на площади Свободы 25 декабря в 18 часов. Новогодние развлекательные программы для детей будут организованы во всех микрорайонах столицы. С 26 по 29 декабря в парке имени Эшба в Сухуме пройдет новогоднее музыкальное поздравление воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Также будут прогулки с ростовыми куклами и фотосессии. С 25 декабря по 10 января в кинотеатре под открытым небом на площади Свободы будут демонстрироваться новогодние фильмы и мультфильмы. С 26 декабря у главной елки и на набережной Махаджиров будут проходить концерты в новогоднюю ночь. 1 января в час ночи на площади Свободы будет запуск фейерверков в честь наступления Нового года. В преддверии Нового года по просьбе учителей столицы во второй Сухумской школе были проведены ежегодные веселые старты среди учителей. В мероприятии приняли участие 8 команд из 14 столичных школ. В каждой команде по 8 педагогов. Традиционные старты состояли из 8 эстафет. По итогам соревнований сильнейшей стала команда 4-й средней школы. На втором месте учителя 2-й школы и на 3-м команда управления образования. Все участники веселых стартов получили памятные подарки и грамоты. Я думаю, что у нас сегодня получится создать такое новогоднее настроение у учителей. Они сегодня сами в роли своих учеников посмотрят, как они вот так вот участвуют, как это вот в соревнованиях участвовать. Это всегда волнительно. Я думаю, что все сегодня получится, будет хорошо. И управление образования подготовило всем участникам этих веселых стартов небольшие подарочки. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в пятницу 23 декабря на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Температура воздуха ночью 3,8, днем 9-14 градусов, температура морской воды 12 градусов. На этом наш выпуск подошел к концу. До скорых встреч в эфире.